Вот и еще одно доброе утро в нашей северной Коми-тайге. Едем на речку. Отдохнули хорошо, отлично. Спасибо, избушечка. Вот такая вот земляночка, избушечка нас согрела, одежду высушили, отдохнули хорошо. Посидели, поговорили. Все замечательно. Температура всего -4, падает снег. Ветерок небольшой дует. И у нас сегодня завершающий день рыбалки. Все собрали, упаковали все уже, потому что возвращаться сюда уже мы не будем. Греется наш ураган. Мы сегодня еще порыбалим. И потом сразу прямым ходом едем домой. Попробуем отремонтировать прицеп. Если не получится, придется все оставить и ехать так. Потом за прицепом возвращаться с другим прицепом. Ну а пока на речку. Встречаемся на реке. А тебе, избушечка, спасибо. Спасибо хозяевам избы. Поехали. Вот мы и на реке. Вчера вечером показывал уже, но было темно уже, навряд ли было видно. Вот. Поставил отводной поводок и такую осу поставил. Оса. Опарыша тоже нацепил. И вишневая мормышка. Сейчас первым делом проверим по лункам. Здесь всю ночь стояли вставные удочки на 2 лунках. Черви целые, никто не позарился даже на них. Хотя прошлые года здесь рыба была. А сейчас мы что-то... одного поймали, да, все равно здесь? Вроде бы. На этом месте нет? Долго сидеть не будем. Гена, сделай мне этот. Кого? Ты как делаешь? Петлю? Просто петлю делаешь так вот и все. Ну там не просто вообще-то. Там хитрая петля. И Санька опять сегодня первый. Взял на отводной поводок, на муху. Вот такой вот хорюзишка. Вот такой вот хорюзишка. Так. У нас пока тишина. Здесь тоже дырка. Пока тишина. Тоже не сразу. Хорошо взял? Мы сегодня с мухами рыбалим. Я вчера повесил отводной, Санька сегодня. И он сработало. Значит, муху берет лучше, чем мормышку. Ну что, Сань, не клюет сегодня? Не клюет, я тоже думаю. Вон, поймали с утра. 1, 2, 3, 4, 5 вот таких вот хорюзков. Не сильно больших, не сильно маленьких, средненьких. Клюет вообще никак, еле-еле тюки, потом отходит, пару штук сошло. Ловить здесь больше нечего, поедем подальше. Сходил, посмотрел пешней нашу дорогу, вроде еще не растаяло, вроде еще лед держит пока, не промыло. Поедем на вчерашнее место, и там еще пару мест не обловили. Глянем, что там. Рыба есть, она просто не берет. Просто не берет.
просто не берет. Готов? Бур потерял. Здесь вот аккуратно надо. Нормально. Здесь, наверное, попробуем. Попробуем здесь. Здесь еще не пробовали. Там перекатик. А вот это плесик, там мелко. Здесь более-менее вроде глубина была. Будем пробовать. Ну вот обурили мы весь плес. Продырявили сколько лунок. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 10, 6, 7, 20, 35. Около 40 лунок где-то, наверное. Место хорошее, но не клюет. Не клюет. Что, зацепился? Не клюет. Потеряли где-то 1,5 часа времени. Был пойман один маленький хорюзок, отпущен. Еще одного. 2 хорюзка. И тишина. Не хочет клевать совсем. Так что не будем даром терять время. Поедем дальше. Искать голодного хариуса. Здесь он сытый на этом плесе. Ну вот он. Не заснежено, хоть объектив, Сань, смотри. Вот он наконец-то. Хариус, хороший хариус. Рекордный за нашу рыбалку. Все-таки он клюнул. Все-таки он клюнул. Молодца, полкилошник по-любому будет. Не клевал уже где-то часа 3, наверное, да, пустую уже сидим. Валит снег. На мормышку? На мормышку. Или ты нимфу не стал? На той удочке. Вот он, красавец, наконец-то. Наконец-то. Давление, видать, низкое. Валит снег. Я уже хотел сказать, Саш, ну и к черту, мать. К черту, говорю, поехали домой уже посветло. И вот он. Да, нам еще прицеп, блин, делать еще, блин, часа 2, блин, 3 уйдет, блин. Ну теперь уж порыбачим, может заклюет еще. Теперь уж порыбачим, конечно. Дал надежду. 3 часа уже сидели впустую. 3 часа. Время уже скоро стемнеет. Часик, может быть, от силы осталось порыбачить. Ни единой поклевки вообще не было уже в течение 3 часов. День заканчивается. Тепло. Идет снег. И не клюет. Ну, Саньке он клюнул все-таки. Ну чё? О, вон сколько. Весь в снегу уже. Пробовал все уже. Все мушки, все мормышки, все нимфы. Все перепробовал. Все без толку. Вчерашних лунок, наверное, тут штук 50 только на этом плесе. Если не меньше, если не больше. Лунки не замерзли.
Где-то буквально сантиметр корочки только и все. Сразу клюнул или долго сидел? А? Долго сидел? Или кинул сразу взял? Нет, посидел. Посидел? Пока лунки он те все вскрыл. М. Вот с утра 4 штуки поймали. Вот это 5-я штука, да, сегодня за день только? 5-й хариус. Весело за целый день 5 штук. Ну а что, бывает и такого не поймаешь. Хариус это такая рыба, что он может совершенно не клевать. Спокойно. Стоять и не клевать. Воды выступило сколько, да? Воды валом вообще на льду, ну. Нормально клюнул? Да, хорошо хапнул. Сразу. Даже Блин. не тискал. Сразу хлоп и все. Ну, пойми потом его, блин, что ему надо. Или он подошел откуда-то, или просто порезвиться решил. Или мормышка надоела перед глазами мелькать. Я уж думал, леска самая толстая, там у меня 0,18, 0,16. Поставил уже, какая есть самая тонкая, вот 0,14 леска. Или 0,12 даже, наверное. И ничего подобного. Не клюет и все. И лунки меняю, и все. Неужели, если бы он клевал, не может быть, чтобы на такой площади не было хариуса? Он все равно есть, он просто не берет, тупо не берет. Январь, чё? Январь. Немножко половили, и то хорошо. Ладно, пока выключаемся. А обычно, знаешь, как говорят, клюет как? Вчера и завтра. Ну да. Вот этого в хариуса, что не понимаю, то не понимаю. Прошло еще больше часа, наверное, ни одной поклевки не было. Сейчас один за одним, вон, 2 хариуска просто клюнули как сумасшедшие. Вот вроде как бы и не клюет, а потом ни с того ни с сего, бац-бац, и есть поклевка. Или его нету, или он не клюет. Вот только что прошли по этим лункам, уже возвращаемся обратно к буксировщику, собираемся домой. Санька тоже одного, да, поймал сейчас? Ну что сегодня получается, мы штук 15 наковыряли, нет? Не знаю, я не считал. Но десятка-то есть точно. Ну-ка. О! Еще один красавец, вон какой. Молодца. Может, они вечером клюют? Нет, поздно. Посмотрим. Вот он. Вполне достойный хорец. Хорец. Молодца. Так, может, еще и поклюет? Не знаю, видно, не видно. Уже темнеет. Целый день прятался. К вечеру все-таки вышли поужинать. Не понять их, не понять. Интересная рыба, конечно, этот хариус. Вчера с этой лунки хорошенького поднял. Сегодня есть, что нет? Сегодня нету. Такс.
Тикс, тикс, тикс. Вот что это он целый день не клевал, а? С утра несколько поклевок и вечером несколько поклевок. Днем мы вообще не поймали, считай, да? Днем вообще он не клевал. Ну, для января, я считаю, это нормально. В порядке вещей. Все же не пустые домой приедем. Немного да надергали. Все. Поклевала и перестала. Ладно, выключаемся. Ну что, друзья, вот и закончилась еще одна рыбалка. 3 дня пролетело как 3 часа. День короткий, пролетает очень быстро. Сегодня клевало очень-очень плохо. Несколько штучек поймали с утра. И вот под вечер буквально целый день клева не было. Идет снег, тепло, рыба не клюет. Ну вот вечером Санек вот отличился, конечно. Вон такого хариуса он еще поймал. Вон второй крупнячок тоже такой вечером. И вон еще 13 штук. 15 штук получается за целый день. 15 харюсков. Вот, красавцы. И получается это сегодня. И вчера, позавчера. А позавчера-то мы целый день ехали, позавчера и не рыбачили, получается. И за вчерашний день вот еще. Ну, я считаю, для января вполне нормальный улов. Я так думаю, килограмма 4, около 5 килограмм, наверное, будет. Не, 5-то будет по-любому, наверное. Ну, как-то вот так. Январский хариус порадовал поклевками. Все-таки мы нашли его, искали. И нашли. А теперь нас ждет долгая дорога домой. И будем думать, что делать с прицепом. Прицеп у нас сломан. И попробуем сделать на месте. Если не получится сделать, то оставляем прицеп. И будем думать уже на месте, что и как. А пока давайте прощаться. До встречи на реке. До встречи на канале Коми Рыбак. До свидания, друзья. Ну а теперь, друзья, на засыпку под конец ролика я вам покажу, как мы починили тележку. Вырубили, выпилили с помощью пилы березу, кусок ствола. И плотненько буксировочным тросом, веревками привязали к сломанному дышла поперечина. Балка, да, получается это? Угу. К сломанной балке плотненько вот привязали. И теперь надеемся, мы не только доедем до поселка, а еще и поездим на ней. Вот так вот. С помощью веревки и с помощью пилы можно починить все, что угодно. И буксировщик, и тележку, и машину, наверное, даже можно. Вот так вот вышли из положения. И теперь мы загружаемся и едем домой. И еще раз пока, и еще раз до свидания. Делайте так, если у вас что-то сломается. Пока.